Россия – великая авиационно-космическая держава. Первый самолет и вертолет, поднявшиеся в небо. Первый беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Первый искусственный спутник Земли. Первый человек, покоривший космос. Первая женщина в космосе. Первый выход в открытый космос. И многое другое, чем мы можем гордиться. Все эти свершения были достигнуты благодаря огромному труду и подвигам наших соотечественников, огромной команды конструкторов, инженеров, летчиков, космонавтов и испытателей. Циолковский, Жуковский, Можайский, Нестеров, Чкалов, Королев, Гагарин, Терешкова, Леонов. Они стали первыми. Стали благодаря своей энергии и мощной тяге в небо. Каждый из них начинал путь по-своему. Каждому из них судьба определила свою дорогу к достижению цели. Ведь мечта, возникшая в юном возрасте, может определить всю дальнейшую жизнь человека. Кто-то мечтает летать как птица или подняться над облаками и увидеть белую долину, залитую солнцем. Кто-то мечтает о космосе, о безграничном пространстве, усеянном бесконечными звездами. А есть и те, кто мечтает осваивать глубины Вселенной, полететь на другие планеты и даже покорять другие галактики. Такие мечты живут среди ребят с тех самых пор, как человек оторвался от Земли. Мечты сбываются. Главное – верить в себя, не терять надежду, бороться с трудностями и идти к своей цели. Сегодня в разных городах страны Авиасоюз России проводит авиасалоны малой и региональной авиации «Авиарегион», которые собирают огромное количество ребят, будущих летчиков и космонавтов. Тех, у кого есть мечта связать свою жизнь с небом. Один из таких авиасалонов состоялся и в Сыктывкаре. Авиасалон посетило более 180 тысяч жителей республики. Это был один из самых массовых праздников в истории региона. Люди приходили целыми семьями, чтобы познакомиться с наземными экспозициями малой и региональной авиации, авиакомпании Коми Авиатранс, летных учебных заведений гражданской авиации, а также пообщаться с летчиками и инженерами пилотажных групп «Русь» и «Челавиа». Одной из задач авиасалона являлось привлечение детей и подростков к авиационной отрасли. Для них в эти дни была организована тематическая площадка «Дорога в небо» с участием Сыктывкарского государственного университета и Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Дети рисовали, делали модели самолетов. Воочию увидели, как устроены машины, покоряющие небо. Мечта многих мальчишек стала ближе. Прикоснуться к технике, побывать в кабине пилота, сесть за штурвал самолета, познакомиться с панелью приборов, заболеть небом. В дни проведения авиасалона горожане и гости столицы несколько раз смогли оценить фееричный небесный спектакль от пилотажных групп «Челавиа» и «Русь». Мы по небу днем и ночью, а такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает.
Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Вы поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Не бывает. Прямо на авиасалоне жители Коми увидели эксклюзивное прямое включение с борта Международной космической станции, в котором российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин поздравили жителей Коми с юбилеем родного края и с космических высот оценили красоту нашей северной природы. Авиарегион прошел на территории международного аэропорта Сыктывкар. Принимающей стороной была наша региональная авиакомпания «Коми Авиатранс», гордость Республики Коми. «Коми Авиатранс» выполняет перевозки пассажиров и грузов на всей территории региона и за ее пределами. Участвует в санитарных заданиях по эвакуации больных и пострадавших, а также обеспечивает все крупные инфраструктурные проекты по освоению территорий и месторождений. Участвует в лесоавиационных и строительно-монтажных работах. Именно гражданская авиация внесла значительный вклад в освоение нефтяных и газовых месторождений, строительство газопроводов и нефтепроводов в Республике Коми. Сегодня основной задачей является возрождение малой авиации, которая необходима для развития всей территории республики. Первые шаги уже сделаны, и надеемся, что авиасообщение охватит все населенные пункты. Если сравнивать с ведущими авиакомпаниями мира, то весь Коми Авиатранс – это уже малая авиация. На самом деле, как услуга, какой бы ни была авиация, на каких бы самолетах она ни выполнялась, на тяжелых, на больших, на совсем маленьких, там, 2, 3, 4 местных, должно быть обеспечено одно – безопасность полетов. Это самое главное. Все остальное, оно не должно зависеть от размеров. Другое дело, что экономическая выгода. Понятно, что по нашим небольшим городам не очень выгодно и содержать большие аэродромы, летать на больших самолетах. Поэтому мы используем ту авиацию, которую кто-то называет малой авиацией. Для нас это ежедневная работа на тех типах воздушных судов, которые мы эксплуатируем. Важную роль в развитии региона выполняют вертолеты. Винтокрылые машины делают доступнее для туристов и ученых заповедники и национальные парки, позволяют вести наблюдение, изучать и охранять памятники природы. Национальный парк Юга-2, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и Печора-Илычский заповедник, только они занимают более 2,5 миллионов гектаров. Для такой огромной территории, где сохраняется первозданная красота земли Коми, вертолеты являются идеальным и единственным видом транспорта. На страже природных богатств, мирной жизни и границ нашей Родины современная техника. Воздушно-космические силы России – основа обороноспособности государства и национальной безопасности. Россия всегда славилась передовыми авиационными разработками. Особенно отечественные конструкторы преуспели в военной технике. Военная авиация – это не только грозные самолеты, но и боевые ударные вертолеты, которые умеют решать самые сложные задачи в любых условиях. Легендарные конструкторские бюро имени Камова и Миля создают эти надежные и современные винтокрылые машины. Вот оно!
То самое чувство от прикосновения к мечте. Кабина пилота, приборы управления, возможность почувствовать себя пилотом. Ребятам повезло. Им удалось пообщаться с настоящей легендой армейской авиации. Алексей Иванович Новиков, герой России, заслуженный военный летчик Российской Федерации, выпускник Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков и военно-воздушной инженерной академии имени Юрия Алексеевича Гагарина, президент Авиасоюза России, Международного авиационно-космического фонда и общероссийской общественной организации «Российский вертолетный союз». Алексей Иванович Новиков рассказал, что для того, чтобы стать летчиком, надо хорошо знать физику и математику, иметь хорошее здоровье и быть в отличной физической форме. Я вам еще хочу что сказать. Вот вы сейчас находитесь в кабине вертолета Ми-8. Это самый распространенный в мире вертолет. Сделан он КБ имени Михаила Леонтьевича Миля, КБ Миля, который находится в Москве. Этому вертолету уже более 60 лет. Практически во всех странах мира он есть. Да. Он пассажирский, грузовой и пассажирский вариант. Но если он идет в армию, значит он выполняет задачи, связанные с обороной страны. Если вот как этот, он перевозит пассажиров и может перевозить грузы. В нем порядка 16-17 человек можно перевозить. Бывает перевозить и можно больше. Алексей Иванович Новиков объяснил ребятам основные принципы управления вертолетом, рассказал о назначении приборов в кабине. В народе всегда был интерес к авиации. Я всегда говорю, что нового ничего не открываю, что Россия – это авиационно-космическая держава. И мы все делаем, вот люди, которые связали свою судьбу с авиацией, все делаем, чтобы эта любовь была у народа, особенно у мальчишек. Вот как у этих двух молодых людей. Вам хочется стать летчиком? Да. Алексей Иванович Новиков был одним из первых, кто ощутил всю мощь и перспективу винтокрылых машин. Он освоил все ударные вертолеты, среди которых Ми-24, Ми-28 и К-50. Именно он являлся укротителем черной акулы и одним из идеологов создания К-52. Алексей Иванович – один из основоположников одиночной и групповой пилотажной подготовки летного состава армейской авиации, обучал летчиков непосредственно с выездом в горячие точки, проводил показы боевых возможностей новой авиатехники на авиасалонах. Под его руководством была разработана методика воздушного боя на вертолетах. Полученные им опыт и знания легли в основу создания единственной в мире пилотажной группы на боевых вертолетах «Беркуты», созданной в 344-м центре боевого применения армейской авиации в городе Торжок. В такой отрасли, как авиация, существует институт преемственности поколений, когда сын идет по стопам отца. У вас уже целая династия, наверное. Вы летчик, сын летчик. Как вы его зацепили? Ну, он же в семье смотрел, я уходил на полеты, он наблюдал за нашими полетами. И потом он мне в старший класс сказал, я хочу быть тоже летчиком. Это совершенно здорово, это нормально, когда в летной среде есть династии, когда сын идет по стопам отца и так дальше. Безусловно, это очень важно, потому что когда есть династия, передаются традиции, передается очень многое, что невозможно просто получить в учебном заведении. Любовь детей к небу, конечно, во многом, если это династия, прививает родителям. Потому что, ну, отец берет сына на аэродром, в кабину, рассказывает. Сын видит, чем отец занимается, подготовка. И это все закладывается на подсознательном уровне. И маленький ребенок, паренек, он примеряет уже какие-то большие расчеты, одежды, за штурвалом, как вот сидит отец, на себя примеряет.
Алексей Алексеевич Новиков, летчик-исследователь, как и папа, закончил Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков, выпускник военно-воздушной инженерной академии имени Николая Егоровича Жуковского, руководитель администрации Авиасоюза России и группы компаний «Руститан». Пожалуй, все состоявшиеся летчики и космонавты сходятся в одной мысли о том, что путь к небу начинается с малого, но очень важного шага. Обучение в авиамодельных кружках, где происходит первое понимание аэродинамики и принципов полета самолета. А вы в детстве занимались авиамоделированием? Да, занимался. Я родился в городе Горький, что сейчас Нижний Новгород. И ходил, как вот в вашем возрасте, в Дворец пионеров, там были кружки, кружок авиамодельный. Сегодня в республике ключевую роль в ранней профориентации подрастающего поколения играет структурное подразделение Республиканского центра дополнительного образования Республики Коми детский технопарк «Кванториум», который предоставляет ребятам уникальные обучающие программы инженерно-технической и научно-исследовательской направленности, а также уникальную техническую базу, позволяющую реализовать самые смелые идеи в проектной деятельности и представить их общественности в рамках технических смен в ключевых лагерях России – Сириус, Артек и Океан. Сегодня для развития технического творчества руководством нашей республики делается очень-очень много. Республика старается воспитать будущих инженеров, будущих конструкторов и, конечно же, будущих пилотов. На сегодняшний день в нашей республике открыт детский технопарк «Кванториум». Детский технопарк «Кванториум» включил в себя 6 направленностей, ну и, конечно, хай-тек-цех. С помощью детского технопарка «Кванториум» началось другое, новое развитие технического творчества, более современное, более интересное, более востребованное для наших детей. Аэроквантум – это то место, где развиваются, учатся, воспитываются будущие пилоты. В аэрокванте дети изучают азы программирования беспилотной техники, изучают азы пилотирования беспилотной техники, изучают азы авиастроения и просто мечтают быть действующими пилотами. Сегодня наша страна стремительными шагами укрепляет позиции на технических мировых рынках. Крепкий плацдарм любой нации – это ее наука и образование. Федеральная сеть кванториумов насчитывает 51 технопарк в 37 субъектах Российской Федерации. В 2020 году кванториумы появятся в каждом крупном городе страны. Именно они будут современной научной и технической базой для подрастающего поколения. Будущее человечества связано с прогрессом. Общество должно развиваться. Прогресс, конечно, это надо говорить справедливо, это точные науки. Это фундаментальные науки, инженерно-техническое образование, авиация, космос. Все связано с этими науками. Это очень точные науки, точные расчеты. Это очень высокая компетенция. За высокими знаниями, безусловно, за талантом, потому что среди молодежи очень много талантливых ребят. Именно будут рождаться новые перспективные комплексы, как авиации, так и космонавтики. Как в свое время были созданы наши замечательные ракеты, самолеты, вертолеты. Авиация и космонавтика – одна стихия. Они неразрывно связаны между собой. Соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Космос. Бескрайние просторы, таящие в себе много загадок. Именно наши соотечественники были первыми. Именно они дали старт освоению космического пространства. Экскурсии в звездный городок, которые для школьников Республики Коми организует Авиасоюз, Коми Авиатранс и информационное агентство БНК, это возможность познакомиться с открытиями и достижениями нашей отечественной пилотируемой космонавтики.
Звездный городок ведет свою историю с 11 января 1960 года. Именно там был создан Центр подготовки космонавтов, где проходил свою службу первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Основной задачей центра является подготовка космонавтов к полетам и различной исследовательской работе в космосе. Здесь есть возможность пообщаться с настоящими космонавтами, попробовать космическое питание и увидеть настоящие тренировки экипажей перед полетами в космос. Юрий Валентинович Лончаков, герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, выпускник Военно-воздушной инженерной академии имени Николая Егоровича Жуковского, выполнил 3 космических полета и несколько выходов в открытый космос. Ну, у каждого есть шанс исполнить свою мечту. Как не банально сказано, у меня с детства эта мечта была. Я тоже с провинции, родился в Казахстане. И тогда у меня уже была мечта. Занимался многими разносторонними направлениями. Это занимался в кружках и радиотехникой, авиамоделированием, фото. Участвовал в различных технических выставках. Ну и, конечно же, увлекался очень астрономией. Ну и вот в свое время мы сами конструировали телескоп, лазили по крышам, смотрели на Луну. И это было, наверное, зарождение мечты. И параллельно занимался с 8 класса. У нас была и сейчас она существует, школа юных летчиков имени Виктора Ивановича Пацаева. Я посещал эту школу, и там уже проходили азы летного мастерства, там и аэродинамика, и летали на тренажерах. Эта школа базировалась, сейчас базировалась тогда еще при летном училище гражданской авиации. И там были необходимые классы, где мы занимались по различным направлениям именно авиации. И тогда уже, зная путь, как прийти в космос, работать в космосе, я тогда выбрал путь именно военного летчика. Поступил в Оренбургское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Ивана Семеновича Болбина. Закончил его в 1986 году. Затем служил на различных флотах. Это Балтийский флот, Северный флот, Дальний Восток. Потом летал в испытательном центре ПВО в Казахстане, это Приозерск. То есть путь довольно-таки большой прошел, как летчика, выполнил классность летчика 1 класса и уже пришел тогда в академию имени Жуковского, Высшая военная инженерная академия имени Николая Егоровича Жуковского. И на 2-м курсе приехали со звездного городка, приехала делегация для отбора летчиков в отряд космонавтов. А я в то время уже знал и довольно-таки часто ездил в Звездный, узнавал, когда будет набор, и уже был готов к этому. Но вот с нашей группы, нас было 27 человек, почти все, ну не почти, а все изъявили желание пойти, но, к сожалению, только я один прошел отбор в отряд, довольно-таки жесткий отбор был. Это, в первую очередь, конечно, медицина. Ну и потом комиссия определяла твои знания, твой кругозор, твои оценки, дипломы, как ты учился в училище, в академии и так далее. Также отбирали из других частей авиационных, из довольно-таки большого контингента, где-то около 2000 летчиков участвовало в отборе, но только 6 человек отобрали. Как вот я смог пройти? Наверное, это то, что вот с детства мечтал, с детства шел к этой мечте. Я даже не то, что не думал, а просто не представлял, как я могу не пройти отбор. И вот эта уверенность, такая внутренняя уверенность, наверное, дала мне те шансы, которые я использовал в дальнейшем. Я думаю, у каждого есть шанс, и неважно, где ты живешь, там, в деревне, в глубинке там, или в небольшом городе. Самое главное, ты живешь в России. А если ты живешь в России, то все мечты должны сбываться, если ты этого хочешь. Если вы задумали, идите красиво к своей мечте, исполняйте ее и получайте от этого удовлетворение.
Находясь в центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, можно почувствовать на себе, что должен знать и уметь будущий космонавт. Для этого в звездном городке есть соответствующие тренажеры для спецподготовки. Многие тренажеры городка – это уникальное оборудование, существующее лишь в единственном экземпляре во всем мире. Здесь можно увидеть натуральные копии космических кораблей и станций советского и российского производства. Центрифугу, которая является основным тренажером для исследования возможностей человеческого организма при больших перегрузках. Гидролабораторию, где происходят сложные научные исследования, а также проводят тренировки для космонавтов по выполнению работ в открытом космосе. В звездном городке нам повезло пообщаться с человеком-легендой, героем России, летчиком-космонавтом Российской Федерации, генерал-лейтенантом Василием Васильевичем Цеблиевым. У меня было, как у многих мальчишек, как правило, мечта о небе рождается или зарождается в детстве. Так получилось волей судьбы. Я родился в Крыму, как я шутку называю, на 3-м развороте Кировского аэродрома. И над головой день и ночь летали и истребители, и бомбардировщики. Аэродром был испытательный, да, морской авиации. И разные направленности. И морские самолеты, и транспортные. Но мне почему-то больше всего, это у каждого свое. И вертолеты, конечно, всевозможных типов и так далее. Но мне больше всего почему-то понравились истребители. Вот я маме сказал: мам, я буду летчиком-истребителем. Ну, конечно, я понимал, что надо. Для того, чтобы стать летчиком, надо и учиться, и спортом заниматься, но быть, по крайней мере, здоровыми. И хотя бы немножко умным, как в шутку говорят, да, но на самом деле это все серьезно. Я старался учиться хорошо, так и получилось. Вот. Потом, конечно, военкомат, попросился в летное училище. Я не скажу, волей судьбы, конечно, стараниями и упорством прошел медкомиссию, сдал экзамены и поступил. Мечта о космосе зародилась совместно с авиацией. Я помню, еще в школу не пошел. 12 апреля 1961 года, вся деревня на улице, столы, гармошки, песни. Вот это был такой праздник, вот меня запомнил, что это было ощущение как победы, да, вот какой-то, правильно это было, как вот победа, прорыв в космос. Вот как вот некоторые спрашивают, вот как вы стали космонавтом в 2 словах? Или в 3 могу ответить: захотел и стал. Поэтому мечтать, конечно, нужно. Если мы не мечтали, ничего бы не получилось. Мечтать надо, хотеть надо и стремиться к этому надо. А если это не делать, на блюдечке с голубой каемочкой никто ничего не принесет. Поэтому нужно себя готовить к серьезным очень испытаниям в будущем. А для этого нужно с детства себя к этому готовить. Так что удачи, всех благ и самое главное, стараться работать над своей мечтой и воплотить ее в жизнь. Это, я скажу, это не то, что счастье, это то удовлетворение человека, когда вот наступает, что ты понимаешь, что ты вот мечтал, получилось, сбылось и повезло. Это здорово, ребят. Каждый, кто посещал звездный городок, проникся масштабами отечественной пилотируемой космонавтики, познакомился с бытом космонавтов. Не каждый человек подходит для такой профессии, но при старании нет ничего невозможного. И напоследок мы пообщались еще с одним уникальным человеком – Юрием Ивановичем Маленченко. Я с детства интересовался исследованиями в космосе, и была очень хорошая подборка книг в доме. Были книги о каждом космонавте отдельно, они стояли на отдельной полке, и я их с детства помню, пересматривал, читал, и это, конечно, я думаю, было такой базой интереса, которая потом сыграла свою роль. Юрий Иванович Маленченко, герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, один из рекордсменов по количеству полетов в космос и суммарному времени пребывания в космосе. Конечно, в детстве были мечты о такой профессии, о полетах в космос. Но потом, конечно, были годы учебы, стал военным летчиком. И наступил момент, когда был набор в отряд космонавтов, было такое предложение сделано мне пройти отбор. Я согласился, конечно, это было интересно. Так, в среднем на каждый полет уходило приблизительно 5 лет. Это ежедневная работа для того, чтобы совершить полет. И это как бы целая жизнь.
экипаж двигается по циклограмме подготовки, и он, в общем-то, приходит в тот момент, когда нужно уже проводить заключительные операции, предстартовую подготовку, он уже, конечно, готов. И каждая отдельность и целый экипаж вместе, у них отработано и взаимодействие, и взаимопонимание, и настрой психологический есть на выполнение полетных заданий, программы полета, на длительное пребывание в космосе. Это очень хорошо, что люди, молодые люди интересуются, хотят развиваться, и образование обязательно, физическая культура, здоровье. И когда ты идешь и имеешь перед собой цели, а цели бывают промежуточные, то формируется личность. И, конечно, если в какой-то момент кто-то из таких людей захочет заниматься космонавтикой, то у нас двери открыты, и мы как раз и ищем таких людей. Они нам нужны. В заключении мы хотели бы поблагодарить Авиасоюз России за то, что подарил ребятам из Коми невероятные знакомства с людьми, творящими историю, с летчиками и космонавтами, которые своим трудом ведут нашу Родину к новым прорывам и достижениям. Будем надеяться, что в Сыктывкаре еще не раз пройдет авиарегион, который подарил зрителям и посетителям столько положительных эмоций. Благодаря таким авиасалонам многие молодые ребята из нашей республики, увлеченные авиацией и космонавтикой, имеющие свою мечту, найдут в себе силы пройти этот путь и стать настоящими летчиками и космонавтами. Мы раскрыли настоящий секрет успеха. Для того, чтобы взмыть вверх, надо верить в свою мечту и иметь сильную тягу в небо.